телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре четверг, 26 августа. Белоснежные бантики, выглаженные рубашки и праздничные букеты совсем скоро заполонят улицы. Уже через неделю начнется новый учебный год. Как пройдет День знаний в чебоксарских школах, обозначили в Управлении образования администрации города. Традиционные линейки 1 сентября, как и в прошлом году, пройдут только для первых и выпускных классов. Столичному управлению образования рекомендовано проводить торжественное поздравление учеников по классам или параллелям на свежем воздухе. А присутствующим родителям обязательно быть в масках. Но вот если на улице пойдет дождь, линейки перенесут в актовые залы. Мам и пап туда уже не пустят, чтобы исключить массового скопления людей. Всего в учебные заведения Чебоксар в этом году пойдут 66 тысяч детей, в том числе свыше 8 тысяч первоклассников. Пока школьники закупают канцелярские товары, некоторые животные уже начали готовиться к спячке. Например, сурки сейчас активно набирают вес к зиме. В дикой природе грызуны уже начали селиться в своих зимовочных норках. Чуть позже, ближе к октябрю, сурки закупорят свои жилища смесью земли и камней, чтобы в них не пробрались холодные ветра. А вот у обитателей в чебоксарском зооуголке «Ковчег» хлопот намного меньше. К предстоящей спячке они готовятся не спеша, ведь у этих земляных белок уже есть свой домик. Так что главная задача этих особей – набрать вес к зиме. Мы стараемся все лето их кормить много. К зиме они едят уже побольше, пожирнее. Едят, спят. Но вот сейчас они уже чувствуют, что осень близко. Несмотря на жару, у них уже сон более продолжительный. Они спят вот у нас прямо до обеда. Монгольские юрты с видом на волжские просторы. В Козловском районе на самой вершине мыса Птичий полет местный энтузиаст предлагает туристам поближе познакомиться с традициями народов Восточной Азии. Иван Тибаков больше 20 лет руководил российско-монгольской компанией, специализирующейся на горной промышленности. За это время уроженец Козловского района прикипел к Монголии. Юрты хоть и не оснащены всеми благами цивилизации, но в них, по словам местного энтузиаста, есть свой особый шарм. Все монгольские жилища многоместные, так что в такой может расположиться целая семья. Желающих отдохнуть принимают до поздней осени. Ярмарки выходного дня в столице республики будут работать еще 2 недели, до 5 сентября. По субботам и воскресеньям палатки развернуты на 3 основных точках. У торговых центров Шупашкар, Северный и Николаевский. Свой урожай представляют 34 сельхозтоваропроизводителя из 6 районов региона. За 3 недели работы ярмарки продано уже более 7 тысяч тонн картофеля и свыше 2,5 тысяч тонн овощей. На смену ярмаркам выходного дня 11 сентября придут традиционные дары осени 2021. Таковы вести к этому часу. Продуктивного всем дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».